А в Камаловском театре прошла премьера новой работы режиссера Айдара Забарова «Пепел» по популярной японской комедии «Академия смеха» о конфликте автора и цензора. Спектакль на двоих рассказал о несвободе и драматическом конфликте ведущего и ведомого. В оригинальный текст вставлена история о татарских классиках, которые так или иначе становились жертвами цензуры. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. Еще одним персонажем спектакля Айдара Забарова становится шреддер, прибор для нарезки бумаги, который плотным слоем наполняет пол малой сцены и становится напоминанием о том, что можно сделать со словом и вдохновением. Сцена погружена в философский полумрак и встречает гиперболизированных героев еще на авансцене под аранжировку творчества Виктора Цоя. Герои Эмиля Далипова фарикообразен и по-щедрински словно дышит сатирой. Мимический рисунок и второго исполнителя Алмаза Бурганова весьма живописен. Скоро начнется испытание автора цензором и борьба за вседозволенность. Учитывая обстановку в стране, сейчас очень нежелательны пьесы, подрывающие мораль нации. Пьеса «Коки метания Академии смеха» проверенный временем театральный продукт, идущий от Москвы до Луганска. Метанию известный персонаж мировой киноотрасли. Для Айдара Забарова в Камаловском это очередная работа, после опирающейся на национальную русскую классику драмах и авторскими размышлениями о судьбах современных деревень. Для меня лично ставить спектакль — это все время происходит какое-то исследование. И, конечно же, я понимаю, где я ставлю, в какое время я ставлю. И что бы мне хотелось в первую очередь самому понять и изучать, не просто заниматься постановкой. Оформление сцены удивляет и настораживает. Поначалу отражение в зеркалах напоминают снежные вершины японских гор, но это не так. По сути, это уже останки никому не нужного интеллектуального труда. Перевод с русского на татарский сделал актер Камаловского театра Фанис Зиганшин, и это его 10-й литературный эксперимент. Это не мусор, это, мне кажется, само произведение, которое уже зритель увидел и уже осмысливает. Вот это осмысленная часть. Страниц ничего не осталось. Да. Я параллельно еще просматривал японский сам вариант, но через Google. Но русский идеальный, русский перевод идеальный. Академия смеха настраивает на вечные поединки власти и творца, бессмысленных спорах и отстаивании своих идей. Темпо ритма спектакля сопровождается спецэффектами и музыкальными вставками. Это тот абсурд, где есть некий запрет, где есть человек, который написал произведение, а ему говорят: нет, ты должен 2/3 отсюда вычеркнуть и вообще выкинуть, а вот эту часть ты оставь. И вот и мы эти ситуации все, про тех писателей, которые есть, сейчас их стыдно не знать, стыдно не знать их произведения, а мы не знаем, через что они проходили. И режиссер и художник по свету Ольга Акулова выстроили собственный мир, который густо декорирован предметами, настраивающими на творчество, как и способами его уничтожения. В мире всегда найдется место противоречиям и неразберихи в головах. А впереди у режиссера московской премьеры «Попрыгуни стрекозы» на Симоновской сцене Вахтанговского театра. Если вы помните роман Умберто Эко «Имя Розы» и его одного из главных персонажей, преподобного Хорхе, который в прямом смысле убирал людей на тот свет из-за того, что нельзя было смеяться. Вторая книга Аристотеля, трактующая природу смеха, была в запрете в одном из монастырей. Нечто подобное увидите здесь, но со смехом действительно здесь борется весьма основательно. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».